Свой путь фонд «Синергия» начал около 4 лет назад. Началом послужило открытие бизнес-образовательного центра при помощи программы развития ООН. Еще тогда организаторы увидели, что их дело вызывает все больше и больше откликов среди людей. На сегодняшний день фонд набирает обороты. Управляющим центром всегда было важно построить независимую организацию, которая смогла бы работать самостоятельно, поделился директор фонда «Синергия» Батал Тарба. Главной стратегической целью фонда было расширение, что и произошло в скорейшем времени. Еще одна из направлений деятельности фонда – это индивидуальным предпринимателям, каким-то маленьким командам, стартапам предоставить возможность здесь как coworking space использовать пространство. У нас есть второй этаж, если вы видели, он предусмотрен для того, чтобы прийти поработать там, если с ноутбуком или какие-то переговоры провести, деловые, что-то разработать. Уже есть у нас такие первые подобного рода участники, клиенты. Мы считаем, что уже должно быть востребовано и интересно. Поэтому, собственно, надеюсь, что с вашей помощью получится донести, что реально новый проект, очень интересный, масштабный, с большим количеством возможностей. У нас в Сухуми открылся с Нового года. И всех призываем к сотрудничеству, в первую очередь талантливых преподавателей, специалистов, чтобы делать новые продукты, также учащихся студентов, которые хотят свои навыки повышать, и предпринимателей, молодежь, которые хотят работать, делать какие-то мероприятия массовые. Тема образования всегда была актуальной и вовлекаемой. Плодом совместных усилий при помощи местных предпринимателей было создано совершенно новое и интересное пространство. Здесь свою инициативу может проявить любой талантливый специалист, который находит в себе мотивацию создать свой авторский курс и начать обучать. Для амбициозной молодежи центр может стать местом времяпровождения, проведения мероприятий и уголком для работы. 8 рабочих курсов уже запущены в обновленном центре и планируют запустить еще около 25. В центре проходит обучение как базовым, так и углубленным курсам языков. Особое внимание уделяют подготовке к поступлению в вузы, рассказал Батал Тарба. Было бы здорово, если на этой площадке какое-то глобальное репетиторство развернуть. То есть преподаватели по химии, биологии, юриспруденции, экономики, математика, физика, основные предметы, которые есть. Если бы абитуриенты 9-10 классы, которые готовятся к поступлению, могли бы, обычно как бывает, там по домам ходят репетиторам, там надо куда-то ездить, не всегда это может быть комфортно, а здесь такая среда, мне кажется, довольно комфортная, прийти, позаниматься, есть необходимое оборудование, инфраструктура вся. Такое направление тоже мы пытаемся развивать. Сейчас у нас уже есть определенные, сейчас набираем курсы на химию, биологию и право, по-моему, 3 основных. Планируем дальше математику, история Абхазии, кстати, тоже. То есть такой довольно новый и интересный для нас опыт, мы хотим попробовать здесь поработать. Образование играет важную роль в становлении человека и улучшении качества жизни во всем мире. Молодые люди нашей страны не перестают радовать своим энтузиазмом и вовлеченностью. Именно от них зависит, какой будет наша республика и ее будущее. Ульяна Рожкова, Камила Джопо, Абхазское телевидение.